Наш эфир продолжит актуальное интервью. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Говорить мы сегодня будем о строительстве атомной электростанции малой мощности в поселке Усть-Куйга. Гость в студии Вячеслав Емельянов, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики. Вячеслав Павлович, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, событие для нашей республики экстраординарное. Впервые мирный атом придет на территорию Якутии. Проект этот будет реализован совместно с Росатомом, насколько я знаю. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте и на какой он стадии сейчас. Да, действительно, мы в 2019 году подписали соглашение с госкорпорацией «Росатом» между республикой в части взаимовыгодного сотрудничества и рассмотрения возможности реализации проектов по строительству атомной станции малой мощности на территории Республики Саха-Якутия. На сегодняшний день в рамках данного соглашения проводится работа, связанная с проведением семинара, проведением, общественных слушаний, и также подписано соглашение о подходах к тарифообразованию новой, к реализуемому проекту по строительству атомной станции малой мощности. На сегодняшний день также утверждена дорожная карта по реализации данного проекта. И на сегодняшний день госкорпорация «Росатом» переходит в фазу обоснования инвестиций в строительство данного объекта. А какие сроки этой дорожной карты предусмотрены? Когда проект должен быть реализован, когда первое электричество атомной станции пойдет в жилые дома? Да, в 2024 году начинается активная фаза строительства, и в 2028 году непосредственно ввод в эксплуатацию атомной станции. Но перед этим необходимо выполнить ряд мероприятий. Это обоснование инвестиций, разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ, это проведение экспертизы, экологической экспертизы, и получение ряда лицензий для того, чтобы данный объект прошел, регистрацию в Ростехнадзоре и получить положительное заключение экспертизы. Только в этом случае начнется реализация проекта. А как производился выбор населенного пункта, где этот проект будет реализован, и почему была именно Усть-Куйга выбрана в итоге? Безусловно, энергоснабжение наших северных и арктических районов является приоритетной задачей в том плане, что те дизельные станции и объекты локальной генерации, так называемые, это дизельных станций в северных и арктических населенных пунктах, требуют определенной модернизации, реконструкции. Ни для кого не секрет, что объекты дизельной генерации были построены, во второй половине 20 века, прошлого века, и требуют без исключения практически все станции модернизации, реконструкции. Почему именно поселок Усть-Куйга? Я повторюсь, это, во-первых, надежность энергоснабжения, это новые технологии. И один из потребителей предполагается, что это будет золоторудное месторождение Кючус, а также те населенные пункты, кустовые, это поселок Депутатский, это Куйга, это Казачья, те населенные пункты, которые непосредственно находятся рядом с поселком Усть-Куйга. Давайте поговорим о преимуществах, которые этот проект принесет, скажем так, кроме очевидных, есть наверняка неочевидные, о которых можно тоже рассказать, и как это в целом отразится на развитии арктической зоны республики. Безусловно, когда речь идет о строительстве атомных электростанций, у 99, если не у 100% людей возникают вопросы, надежно ли это, почему, как это все работает. И мы в рамках проведения общественных слушаний в конце июня месяца текущего года эти вопросы все были затронуты, и люди вспоминают о тех событиях, которые были в Чернобыле, Фукусима. Здесь хочется заверить, что по информации, госкорпорации «Росатом», «Ритм-200», на базе которого будет реализован проект по строительству атомной станции малой мощности, является самой надежной, которая отвечает международным требованиям МАГАТЭ. И хочется заверить, что федеральное законодательство и требования Российской Федерации по использованию мирного атома являются самыми жесткими, даже больше требований МАГАТЭ. В любом случае, как я говорил, реализация данного проекта будет обеспечена только после получения соответствующих экспертиз, только после получения лицензии и, соответственно, если по какой-то причине эксперты определят, что реализация проекта
будет невозможно на территории поселка Усть-Куйга или в других населенных пунктах, реализация проекта как таковой не будет. Мы, значит, правительство республики всецело, значит, настроено на том, чтобы проект, который будет реализовываться, должен быть, во-первых, безопасен, экологичен, значит, надежен, и работа этого объекта должна обеспечивать бесперебойную, надежную и качественное электроснабжение и теплоснабжение потребителей на территории Устьянского района. Значит, местоположение было определено, ну, как я уже сказал. Основные потребители, конечно, это население, которое непосредственно там находится, да, промышленные потребители. И я думаю, что реализация такого проекта в арктической зоне нашей республики даст определенный социальный эффект. Вы правильно задаете, что это даст для каждого жителя, который проживает непосредственно там на месте. Социальный эффект на сегодняшний день идет стадия, так скажем, переговоров с госкорпорацией «Росатом». Мы уже начали работу в части подготовки специалистов и начала обучения наших выпускников, да, по линии госкорпорации «Росатом». Значит, 4 студента сейчас на стадии подписания, так скажем, договора обучения в центровузах по специальности как раз атомной энергетики, для того, чтобы наши ребята непосредственно принимали участие как в строительстве этого объекта, так и последующей эксплуатации. В любом случае социальный эффект будет. Ну, это, естественно, участие госкорпорации в реализации, так скажем, социальных проектов по строительству объектов социальных. Это Дом культуры, значит, это и инфраструктурные объекты, да, это и причал, и аэропорт, и дорожная инфраструктура. Ну, то есть определенный социальный эффект в любом случае для, значит, не только Устьянского района, но и региона в целом будет обязательно. Ну, безусловно, не стоит забывать об экономическом эффекте. Все-таки строительство такой станции подразумевает снижение тарифов на электроэнергию. Вы говорите, идут сейчас просчеты по тарифам. Уже есть какие-то хотя бы предварительные цифры, насколько должно снизиться, скажем так, расходы населения? 10, Да. 20, 30%. Действительно, в рамках соглашения по подходам тарифообразования, по предварительным подсчетам и расчетам для обоснования инвестиций, себестоимость электрической энергии, вырабатываемая атомная электростанция, будет намного ниже, чем дизельная электростанция. На сегодняшний день эта цифра составляет примерно по атомной станции, если по расчетам, от 25 до 30 рублей, тогда как себестоимость, значит, электроэнергии от дизельной генерации в среднем в районе, в Устьянском районе составляет больше 45 рублей. Ну, то есть почти в 2 раза. Да, значит, определенный эффект для, значит, юридических лиц, для субъектов малого и среднего предпринимательства, для промышленных потребителей будет. Ну, население, как оплачивало льготный тариф на всей территории республики, неважно, где человек проживает, там, в городе Якутске, в Нерюнгри или в арктических северных районах, у населения у нас единый тариф. Вот. Ну, в части уменьшения, значит, себестоимости электроэнергии и нагрузки, так скажем, на местный, на муниципальный бюджет, на региональный бюджет, он будет ощутим. Ну, безусловно, прежде чем такой грандиозный проект задумывался, изучался российский опыт. Есть ли примеры эксплуатации атомных станций у нас в России? Ну, как вы знаете, уважаемые телезрители, у нас на территории Российской Федерации, ну, буквально в соседнем регионе, да, в Певеке, в прошлом году, значит, ввели в эксплуатацию плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов», тоже на базе реакторов РИТМ-200. На сегодняшний день в Билибино, также в Чукотском автономном округе, эксплуатируется атомная станция Билибинская. Значит, обеспечение электроснабжением которых являются не только потребители, значит, Чукотского автономного округа, но и поселка Черский. Безусловно, затраты, которые будут связаны со строительством линии электропередач и непосредственно самого объекта, будут определены в обоснованиях инвестиций, и при проведении изыскательских работ и, значит, получения экспертизы это все повлияет на, значит, экономику, и на экономику это должно повлиять всецело положительно. Вот, насколько я знаю, перед тем, как было принято решение все-таки, что это Усть-Куйга, были проведены общественные слушания, где жители задавали свои вопросы, интересовались, и в том числе был один из важных вопросов, вызывающих обеспокоенность, это вопрос утилизации отходов. Как будет этот вопрос решаться? На сегодняшний день по, значит, проекту
эксплуатации непосредственно атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга в части утилизации отходов. Значит, использование ядерного топлива имеет свой жизненный цикл. Да? В нашем случае это 5-6 лет, после чего, значит, использованное ядерное топливо охлаждается в специальных тюбах. Значит, в течение 3-4 лет охлаждается ядерное топливо, ну и потом уже непосредственно отправляется в центр утилизации, в производственные центры подведомственных госкорпорации «Росатом», где ядерное топливо будет утилизировано. То есть хранения такового на территории республики, тем более на территории Устьянского района, не будет. Но если говорить в целом, в завершении беседы такой вопрос, как бы вы оценили вообще перспективы атомных станций малой мощности в целом для развития энергетики северных регионов? Вы знаете, исключая моменты опасения, так скажем, населения, да, в части использования мирного атома, так скажем, да, атомные станции являются самыми экологичными на сегодняшний день. Это уменьшение выбросов в атмосферу, да, углекислого газа, значит, это исключение завоза дорогостоящего топливно-энергетического ресурса, да, это, значит, снижение человеческих факторов. В общем, если смотреть с точки зрения эксплуатации и надежности оборудования на территории Севера и Арктики, атомная станция является, так скажем, очень хорошим решением для дальнейшей проработки этого вопроса, реализации таких проектов. Безусловно, это, можно сказать, первая ласточка, первый проект, да, который тщательнейшим образом, еще раз хочу заверить уважаемых телезрителей, будет контролироваться не только со стороны правительства республики, но и со стороны федерального Ростехнадзора, федеральных органов исполнительной власти. Еще раз говорю, что без конкретных экспертных заключений атомная станция, значит, строиться не будет. То есть в любом случае нам необходима в первую очередь экологичность, безопасность и надежность работы оборудования атомной станции. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки проект будет успешно реализован. Спасибо. Вячеслав Павлович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью» о строительстве атомной электростанции малой мощности в поселке Усть-Куйга. Мы говорили сегодня с министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Вячеславом Емельяновым. До встречи в эфире.